Здравствуйте, Кандид Тарасович. Огромное вам спасибо, что вы сегодня нашли время и зашли к нам в студию. И нам очень приятно с вами пообщаться и познакомиться, потому что очень много наслышано о вас и о вашей деятельности. Вы являетесь создателем и художественным руководителем государственного ансамбля Кавказ Республики Абхазия, независимой Республики Абхазия, нашего братского народа. Подчеркиваю. Как нынче уровень культуры, сфера культуры, жизнь культурная в Республике Абхазия? Можете сказать? Во-первых, я очень благодарен, что имею такую вот возможность и это честь встретиться с вами, говорить с вами. Я бы хотел сказать о нашей культуре в Республике Абхазия, как оно обстоит, несмотря на самые сложные трудности, имеющиеся в нашей республике. Культура продвигается. У нас в республике очень старательно смотрят за культурой, за его продвижением. Я являюсь, как вами было сказано, создателем этого государственного ансамбля народного танца «Кавказ». В 1994 году я его создал. На протяжении уже 18 лет очень, как вам сказать, трудимся, работаем в подготовке репертуара, гастролей ансамбля. И очень отрадно. Первые гастроли, ансамбль мой называется «Кавказ». Первые мои гастроли были в 1996 году по республикам Северного Кавказа. И это было всего 2 года коллективу. Это было всего 2 года. За 2 года мы смогли создать репертуар ансамбля «Одет, обуть», в составе 50 человек. Это, конечно, очень кропотливая работа была. И республика, когда очень нуждалась экономически, она очень слабая была в тот период. Но несмотря на все эти трудности, когда я обратился к правительству о создании такого рода коллектива, у нас есть коллективы в ансамбле. Почему новый коллектив? У меня такая задумка была еще, когда шли события нашей... Война только закончилась. Еще не утихли те сложные моменты военных действий. И когда я обратился в правительство, они с названием «Кавказа» я хочу. А почему вы решили То есть почему не Апсны? Не Апсны или там другие названия есть. Я тут же сказал, что когда события разворачивались в нашей республике, весь Северный Кавказ рядом стоял, наши братья, и поддержали нашу республику. И во имя ушедших, погибших в этой войне хочу этот коллектив назвать Кавказом. И очень с одобрением отнеслись и по возможности, естественно, помогали. Ежедневно мы по 5-6 часов работаем. В этой работе мы видим плоды своей работы. Понимаете, насколько ты трудишься, плод появляется тоже. Если сядешь, руки остановишь, ноги, все, ничего не будет. А то, что касается творческому росту, мы всегда в поисках что-то новое поставить, что-то обновить. Тот же танец, который поставлен, мы можем его перевернуть совершенно в другой редакции его. Название я могу оставить, но этот танец, человек, который месяц тому назад смотрел, я по-другому ему показываю его. Совершенно, выход другой, середина другая, солисты другие. В общем, тут мозги работают, стараемся, чтобы что-то новшество, чтобы вводить. И удивляются
значит, наши руководители с министерства, вы что, говорят, новый танец сделал? Я говорю, тот же танец, но в другом, я говорю, в другом Видите, варианте. зритель это ценит и ходит. Это ценит, да, зритель ценит. И коллективу ансамбля «Кавказ» в нашей республике очень с уважением относятся. И в основном к нам идут молодые люди, вот в 16, 17, 18. У меня такой возраст. Средний возраст у меня 18, 19, 20 лет. У меня есть единицы, 2-3 человека где-то 24, 25, это мало. В этом году у нас предстоит очень большой праздник, 20 лет, значит, победы, да, республики, значит, Абхазия. Это будет 30 сентября, это грандиозный праздник у нас вот намечается. Мы к этому празднику очень серьезно будем готовиться, уже мы готовимся к этому. Это сразу не бывает, это надо время, месяца нужно. И вот вся Абхазия будет праздновать. Я думаю, там будет очень много гостей, будут приглашенных, будут и так далее. Но 20 лет как-никак это уже, как сказать, это уже целое поколение, да, действительно, дети, которые родились после событий всяких вот этих, они работают в ансамбле у меня, понимаете, они не знают даже, они понаслышке, по, значит, видео, значит, телевидению и по книгам, по газетам читают, они этого уже не знают. Дети, которые родились, допустим, в 93-м году, в 94-м, у меня работают, которые родились в 96-м году, которые родились, они вообще не имеют представления, но рассказывают им вот то, что было с их народом, с их родителями, братьями. Я, конечно, призываю всегда младших, чтобы они не были агрессивными, чтобы они любили соседей, но все же он обязан знать свою историю и знать. Однозначно, обязан. Это однозначно. Конечно, агрессивными мы их не воспитываем. Первые гастроли, я хочу вам сказать, были, значит, зарубежные гастроли. В Турцию я поехал ровно через год. И там, значит, большая диаспора абхазов. Конечно, живет? Абхазская, кавказская, осетинская, адыгская. Значит, на протяжении месяца, значит, длились гастроли. Мы провели 18 концертов. И с большим успехом мы вернулись оттуда. И вот вторые гастроли, моя мечта, заветная мечта была вот проехать по Северному Кавказу. Это, значит, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Владикавказ. Это, значит, один момент я хочу вам вот рассказать. 96-й год, и коллектив приглашен на фестиваль в Турцию. Это город Бурса, это третий город, значит, в Турции, Бурса. Большой фестиваль, всемирный фестиваль такой был. 20 стран принимало участие, в том числе и Грузия. Теперь меня пригласили руководители. Мы заехали раньше, а Грузия заезжает, на второй день заезжает. Меня пригласили, значит, организаторы. Завтра, говорит, Грузия приезжает, говорит, ну, коллектив из Грузии, говорит, приезжает. Там не будут у вас молодые, у них тоже молодые, чтобы какие-то там столкновения и так далее, чтобы не было. Я говорю, вы за это не переживайте. Я говорю, мы сюда, я говорю, не приехали выяснять какие-то отношения. Мы приехали сюда танцевать, играть на музыку свою нашу, чтобы слушали бы наш танец, чтобы смотрели бы. В общем, я сказал, что этого не случится. Ну, грузины на одной стороне сидели, мы на другой стороне. Потом, значит, там старшее поколение было, которое меня знает. Теперь получилось так, финал программы через 1,5 недели, и в жюри мы сидим. Значит, номерочки вот они сделали, вот номерочек ты берешь, да, вот так человек ходит, какой номер ты взял, таким номером ты будешь танцевать. Мы в жюри сидим. И я 5-м оказался, грузин 4-м оказался. Наши столы вместе стоят, и 20 руководителей вот так вот сидят. Значит, свой коллектив ты не можешь судить. Каждый свой коллектив не может судить. Одним словом, быстро хочу сказать, Грузия объявляют места. 3-е место
турецкий Кипр занял. Второе место Гюрджистан объявляют. Остался неназванная Абхазия из 20 стран. И он мне тут же встает, пока не назвали Абхазию, Мугилот Саудзмова, спасибо тебе, поздравляю тебя, встает и уходит демонстративно, встал и ушел. Он не мог этого услышать. Не мог этого услышать, вышел он. И вот мы первое место там заняли. Ну, в Абхазии эта сенсация была, очень это понравилось. Сразу об этом, сообщили. Правительство об этом знало, народ знал, и нас встречали, потом это по телевидению показывали. Одним словом, такие моменты в жизни бывали. Я во все времена дружил с друзьями, с коллегами республики Алании, Северной Осетии и Южной Осетии. Очень много у меня старых танцоров. Я бы хотел назвать одного великого танцовщика, и по сей день его имя никогда, понимаете, в народе оно Хазбек Аглоев был. Хазбек Аглоев – это потрясающий танцовщик был. Я еще был совсем юным танцором, когда ансамбль песни и танца Южной Осетии «Симт», когда приезжал в Абхазию, это я с таким наслаждением смотрел. Еще Чебиров был по фамилии Чебиров. Очень известные такие танцоры, понимаете, которые в народе, их имена и по сей день остались, и они будут, пока их вспоминают, они живы. Время от времени, поколение. Потом я дружил очень с ансамблем «Алан», я дружил. Альбина Владимировна Баева, это моя очень близкая была, мы очень с ней общались, когда она возглавляла это знаменитый ансамбль «Алан». Очень большие у нас встречи бывали. Еще в советское время, такие дружеские визиты бывали. «Алан» в Абхазию приедет, ансамбль Абхазии, песни и танцы Абхазии, где я танцевал, мы, поедем туда на гастроль. Так что приглашения бывали. То мы их приглашаем, то они нас приглашали туда. Известные танцоры, например, я хочу вспомнить ансамбля «Алан» Нодара Плиева. Это легендарная личность на Кавказе. Я могу смело сказать, что в народе, братском народе осетинском, что есть такая величина, как Нодар Плиев. Он и сегодня в расцвете силы, несмотря на возраст, когда он появляется на сцене, это действительно гордость нации, национальной культуры. Такие, как Нодар Плиев и многие-многие другие. Я хотел бы сказать такой момент один. По приглашению руководителей того времени ансамбля «Алан» я был приглашен на постановку абхазского танца. Это было в 1998 году. Я поставил в ансамбле «Алан» в течение недели абхазский танец, который сегодня в программе, в репертуаре «Алана» один из ведущих номеров в репертуаре «Алана». Сам абхазский танец, тот самый энергичный, он энергичный, позитивный, добрый, темпераментный. Столько пластики такой. Сам всегда хотел научиться этому. Да. Что я еще хочу сказать в плане наших культурных связей. В 2010 году у меня была такая программа. С самого, я подумал об этой программе, проекте, и с этим проектом я обратился к президенту, покойному Сергею Васильевичу Багапш. Официально все я написал, расписал, как это выглядит, как это получится. Когда он прочел это письмо, то есть о чем речь, Братская республика Южная Осетия, Абхазия, ныне признанные республики, Великой России и многими другими, странами. Я говорю: Сергей Васильевич, у меня есть такое желание двумя ансамблями, ансамблем танца Абхазии и Кавказ, который создан после войны, и ансамблем песни и танца Республики Братской, Республики Южная Осетия СИМТ, проехать по всем республикам Северного Кавказа и Юга России, и в Абхазии, чтобы провести концерты.
он воспринял с большим желанием и одобрением. И буквально в течение месяца этот вопрос был решен, что было сделано. В 2010 году я прибыл со своим коллективом 7 мая. 9 мая на большом празднике Победы у меня на площади был сольный концерт ансамбля «Кавказ». А 13 мая как раз совпало мое день рождения. Кстати, это такой был праздник. И мы провели совместный концерт с присутствием огромной, публики, полным аншлагом зала. Совместный концерт с ансамблем «Симт» и ансамблем «Кавказ». Но это словами не передать радость людей, которые присутствовали там. Первые лица присутствовали на этом концерте, руководство, все руководство присутствовало Осетии на этом концерте. Буквально после завершения концерта указом президента мне было присвоено звание народного артиста Республики Южной Осетии, и главному балетмейстру ансамбля, это брат мой родной, Арвилот Тарба, ему было присвоено звание заслуженного артиста Республики Южная Осетия. И вот так вот мы продолжили свое турне. 14 числа мая у нас был во Владикавказе концерт, Владикавказ, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Краснодар. Из Краснодара мы поехали в Абхазию. Во всех регионах нас встречали на высочайшем уровне, на 2 больших автобусах. 100 человек, 50 человек моих артистов, 50 человек артисты ансамбля «Симт». Но это, я вам скажу, настолько одобрили люди, которые нас любят и ценят. Вы, говорят, молодцы, ребята. И причем, знаете, как это, вот в финале я вот так вот придумал. Финал концерта принимают, оба ансамбля. Оба ансамбля присутствуют на сцене, работают, танцуют. И в финале, 3 флага мы выносили. То есть российский в центре, слева, справа абхазский и флаг Южной Осетии. Это гром аплодисментов, это овации, особенно везде, но в России вообще это гром было. И мы этим показали, говорили, что своим искусством, своими флагами государственными, что огромное спасибо великой России, что Россия поддержала и вытащила из этой ситуации, в какой ситуации была Абхазия и Южная Осетия. Вот так вот мы провели. Потом мы приехали в Абхазию, естественно, там встреча была на высочайшем уровне. 22 мая у нас был заключительный концерт в Абхазской филармонии, Государственной филармонии, где присутствовала огромная масса, зал был битком забитый, все правительство присутствовало и с большим одобрением, и поощрили наших осетинских друзей тоже званиями и так далее. Вот такая была программа, то, что мы осуществили. Очень приятно слышать, что начиная, наверное, с конца 80-х, когда началась эта агрессия со стороны наших южных соседей, с тех пор и до этого в советские времена были связи между нашими братскими народами, были связи, но они теснее стали, когда у нас была общая беда. Конечно, это нас объединило очень сильно, понимаете, мы испокон веков, я как молодой, когда я был, мне было 16 лет, когда я увидел братьев осетин в Южную Осетию. Я попал танцовщиком ансамбля песни и танца. И я вот нашел, братьев в Южной Осетии, искренних, добрых, очень доброжелательных. Вот с того времени я полюбил этот народ. И по сей день, и хочу сказать, в репертуаре ансамбля «Кавказ» один из ведущих со дня создания репертуара осетинский массовый танец «Симт». Это у меня
как вам сказать, как гвоздь программы, понимаете, это классический, это академический танец, и он всегда, это рыцарский танец, и он, не отходя ни одного дня за 18 лет, оно в моем репертуаре, правда, мы его обновляем, мы его, значит, улучшаем, мы его более, стараемся более академичнее, чтобы ребята танцевали, но этот танец, пока я живой и пока абхазский народ есть, осетинский танец, в Абхазии он должен быть всегда. Дай Бог, чтобы наши народы жили в мире, благополучии. Желаю вашему коллективу процветания, Спасибо. братскому народу абхазскому, которому ценой многих потерь добились этой независимости и процветания, благополучия. Спасибо большое. Вам и всему нашему братскому народу. Мир. Огромное вам спасибо. Мир и дружба нашим народам, и вообще пусть будет мир во всем мире. Дай Спасибо Бог. вам большое. Осетия всегда с вами. Спасибо. Огромное Спасибо, мой дорогой. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы.